На территории Казахстана в настоящее время функционируют 3 испытательных полигона общей площадью свыше 8,6 миллиона гектаров, которые сдаются в аренду России. Там постоянно присутствует порядка 900 российских военнослужащих, сообщает Тенгриньюз КЗ. В начале мая депутат Мажилиса Серик Егизбаев предложил отдать эти земли под сельскохозяйственные нужды. С 1995 года Россия арендует у Казахстана под военные полигоны более 8,5 миллионов гектар или 86 тысяч квадратных километров за символическую плату в 1050 тенге за 1 гектар, которая, кстати, не изменялась с 2005 года. У нас в стране сложилась парадоксальная ситуация. Казахстан занимает 9-е место в мире по занимаемой площади, не может в полной мере удовлетворить потребности сельхозтоваропроизводителей в сельхозугодиях. Практически в каждом регионе вопрос обеспечения граждан, желающих заняться фермерским хозяйством, упирается в недостаток земельных ресурсов, аргументировал он. Как сообщили в Министерстве обороны РК, речь идет об испытательном полигоне Сары-Шаган, раскинувшемся на территории Карагандинской, Жамбылской, Актюбинской, Кызылординской областей и области Улытау, площадь 6 985 316 гектаров. В 929-м государственном летно-испытательном центре на территории Западно-Казахстанской и Атыр-Аузской областей. Площадь 1 322 398 гектаров, и 4-м государственном центральном межвидовом полигоне в Западно-Казахстанской области площадь 292 825 гектаров. Общая площадь арендуемых Россией полигонов составляет 8 600 539 гектаров. Для сравнения, это больше, чем территория Австрии или Объединенных Арабских Эмиратов, равняется 2 территориям Нидерландов и 3 Бельгии. Стоимость аренды составляет $2,33 за каждый гектар, около 1046 тенге по актуальному курсу. Получается, что аренда всей площади приносит государству доход в 20 039 255 долларов. Датой возможного окончания международных договоров и соглашений по аренде полигонов в Минобороны РК назвали 27 июля 2030 года. При этом в ведомстве уточнили, что действие договоров и соглашений продлевается каждые 10 лет. Полигоны используются для разработки и испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники, зенитных изделий, противоракетных и авиационных средств. О вреде для окружающей среды и населения, однако, никто не беспокоится. Придумать что-то новое, чтобы убить как можно больше людей, и для этого нужен полигон. Напомним, что первое испытание ядерного оружия в Советском Союзе было проведено на Семипалатинском ядерном полигоне 29 августа 1949 года. За 40 лет его работы на его территории провели более 450 ядерных испытаний. Полигон был официально закрыт в 1991 году, но продажа казахстанских земель колониальным державам и превращение страны в ядерную свалку продолжилась. На базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске на деньги ЕС США был построен банк низкообогащенного урана. Еще ранее там же был возведен объект по хранению отходов атомных электростанций из Японии и США. В 2013 году туда завезли ядерные отходы с печально известной Фукусимской АЭС, на которой произошла катастрофа по масштабам сравнимая с Чернобыльской. Замерялись, как это влияет на человеческий организм. То есть подопытные кролики.